У нас клуб «Гиппократ» сегодня, которому 28 лет. Это традиция, один из самых старых клубов у нас. Глядя на нас, многие тоже медицинские клубы создали. Да, мы этому очень рады. Но у нас суть и главная идеология нашего клуба, то, что мы сюда собираем студентов, да, вот, медицинских вузов. И сейчас, значит, у нас вот сегодня они не смогли прийти, мы сейчас в клуб включили и колледжи медицинских. Два есть у нас в Москве, они тоже у нас в Гиппократе все. Также вот 4 института, вот мы вас собираем, приглашаем сюда специалистов медицинских, которые что-то добились, значит, в своей отрасли. И вот у вас уникальные задачи, уникальные возможности и с хирургом поговорить, и с терапевтом поговорить. Поэтому вот этот клуб «Гиппократ», очень мы рады, что вот очень многие у нас выпускники нашего Гиппократа пошли вот добровольцами, сейчас, например, на СВО служат. Да? Мы думаем, что это влияние такое патриотическое, идеологическое нашей организации. Да? Вот. Поэтому, значит, очень здорово, что мы здесь собрались. Вот сегодня главная задача, чтобы вы еще раз перезнакомились между собой, еще раз общались и помогали друг другу в этом большом городе. И самое главное, татар тілінде сакларга, татарша сөйләшегез, татарша аралашегез. Вот самое главное, татарский язык сохранить, между собой по-татарски разговаривать. Скоро начнется месяц Рамадан, да? Мы отдельно для Гиппократа каждый год проводим ифтар. Отдельно для врачей Москвы и Московской области мы проводим ифтар. Мы всегда подчеркиваем такую вот татарскость нашего клуба. Мы его всегда подчеркиваем. Балакайларым, бір заман, бір әбиге нәрседір сұрарға керек. Кімнен сұрарға? Бу миңа мөрәҗәгать итә. Кызым, татардыр син. Синдә мөселман нуры бар ди, беләсезме? Менә шундый мөселман нуры менә бездә ничектер сакланып калырга тиеш. Безнең клубның максаты менә шул, балакайларым. Менә вот когда хотят, говорят, пойду возьму адвоката умного еврея. А наша с вами задача, чтобы говорили, пойду лечиться к татарину. Вы знаете, коллеги из многих институтов говорят, когда узнают, что я татарка, да, я о чем с гордостью всегда говорю, они говорят, а вы знаете, наши татары-студенты – это самые прилежные ребята, это самые толковые ребята, друзья. Согласны? Вот согласны, кивают, да-да-да, вот. И как раз одна из задач нашего клуба – вот сохранить этот бренд, сохранить этот имидж, друзья мои. Вот задача нашего клуба. Ну и, конечно же, основная задача – это все мы друг друга поддерживаем. Я к себе в ординатуру уже брала из членов нашего клуба, уже гуляла на свадьбах у членов нашего клуба. И Бяби Труина даже была приглашена к своим выпускникам, которые у меня проучились. Друзья мои, конечно, потом в рабочем порядке сегодня такая торжественная, приподнятая атмосфера, которую Муэдзин нам вот задал, вот такую торжественность, такую умиротворенность, понимаете? Поэтому о каких-то обыденных рабочих моментах сегодня даже не хочется говорить. Но на последующих встречах обычно я рассказываю, чем могу помочь, предупреждаю наших выпускников, к чему и нужно быть готовыми, об этом рассказываю. А сегодня я еще раз хочу с благодарностью к вам вот обратиться и поприветствовать. Друзья мои, уже доказано учеными, вот я, доктор наук, профессор, об этом говорю, у Земли есть энергоинформационная оболочка. И каждый предмет, каждый звук, все имеет свой ритм колебаний. И вот эти вот молитвы, это очень благотворное влияние. Вот эти вибрации, вот эти колебания. И научные исследования показывают, вот ставили несколько сосудов с водой, на этот сосуд приклеивали бранные слова, потом смотрели структуру воды. И она корежилась. Я видела эти снимки, друзья. И на других сосудах, где, наоборот, цветы приклеили, хорошие слова, и была прекрасная вот эта структура. И, коллеги, когда вот иногда спрашивают, в платочках в больнице ходят, одна главный врач преследовала
Аида, прячься, главный врач идет. А она в платочке ходила, дагестаночка, вот так. Говорит, можно или нет? И уже с правовых позиций ни в одном документе не написано, что нельзя ходить в религиозных одеяниях. Нигде. Я не затрагиваю вопросы корпоративной культуры, бренда определенного. Если какая-то клиника позиционирует себя, там, допустим, это израильская клиника или это немецкая какая-то клиника, другой вопрос, да? Вот, но вот эти вот моменты. И, друзья мои, я все-таки в тональность вот тому, как был начат сегодняшний вечер, в эту тональность, друзья, медицинскую притчу такую хочу рассказать. Бегают по нашей кровеносной системе эритроциты и лейкоциты. Встречаются. Эритроцит разговаривает с лейкоцитом. Слушай, говорят, над нами Бог есть. Человек называется. Ты его видел или нет? Это так или нет? Ой, давай поищем. И разбежались. Снова встречаются. Ну как, ты видел там Бога, человека? Нет, не видел. Значит, его нет. Понимаете? Так и Господь Бог. Мы его не видим, а он везде. Это энергоинформационное пространство. Это те законы фэн-шуя, которые эмпирически человечество уже выработало. И человечество уже знает вот все эти законы Божьи. Вот, друзья, и вот эти законы Божьи, в первую очередь, мы должны, врачи, медицинские работники, мы должны взять их себе на вооружение и подбодрить, добавить вот этой нашей с вами татарской мусульманской аурой. Исследовать канонам, которым нас учит религия вообще, и мусульманская в частности. То есть это тоже камертон определенный нашего клуба. Не просто по профессиональным интересам, но еще вот такая очень благотворная аура, которую вот Рустем Фаизович, он у нас такой скромный, он всегда так держится, как будто он ни при чем. А это все благодаря ему. Поэтому, друзья, я и хочу как раз призвать всех, да, придерживаться вот этого нашего бренда, работать на этот бренд и придерживаться по жизни тех прекрасных канонов, которые нам проповедует, которые нам задал Рустем Фаизович. Значит, давайте встречаться, давайте поддерживать друг друга. Здравствуйте, уважаемые члены клуба. Здесь в основном собрались, как я вижу, врачи, либо студенты, либо те, кто учится в ординатуре. Вам всем известно, что 17 ноября президент подписал проект закона, вернее, подписал закон о внесении изменений в закон об образовании и об основах охраны здравоохранения граждан Российской Федерации. Но, как мы понимаем, если президент это подписал, практически это уже все, это закон. Я знаю, что разразилась настоящая дискуссия, иногда даже с какими-то, может быть, истерическими моментами, потому что не все этот закон приняли. Есть даже ситуации, когда уже студенты отчисляться начинают по собственному желанию, с довольно вызывающими формулировками. Именно протестую против принятия этого закона. Ну, во-первых, если в целом говорить, вы знаете, что суть в том, что теперь, после 1 марта 2026 года, по сути, ведут систему наставничества, которая предполагает, что новоиспеченный медик должен 3 года отработать, по сути, на благо государства. Это вызвано, конечно, с одной стороны, значительным сокращением числа врачей, оптимизациями, как известно, которые последние годы прошли. В общем, создался дефицит кадров. Этот дефицит особенно необходимо покрывать в регионах, где меньше зарплаты, хуже условия, никто туда ехать не хочет. И законодатели предусмотрели такой момент, что теперь действительно можно по целевому набору туда уехать. С этим проблем, конечно, не будет, но не все хотят туда ехать. Поэтому, по сути, новый закон содержит некоторые обязывающие положения, которые предусматривают, что если, например, по целевому набору студент отказывается потом проходить наставничество, то он, во-первых, ему придется проходить заново первичную аккредитацию,
это, конечно, значительно усложняет его дальнейшую жизнь в этом смысле. Разговаривая здесь вот перед этим мероприятием с некоторыми из вас, я услышал, что непонятно, а как это все будет реализовываться, как это будет осуществляться. Сразу скажу, что федеральный закон не всегда отвечает на все самые тонкие вопросы. Очень часто бывает, это, кстати, нормальная абсолютно законодательная практика, когда принимается осевой закон, а все детали заполняются потом подзаконными актами. То есть это могут быть указы того же президента, это могут быть постановления правительства, а часто это бывают приказы, инструкции, например, каких-то ведомств. Например, в данном случае инструкции Министерства здравоохранения. Так вот, если почитать закон, помимо, он небольшой, кстати, он буквально 11 страниц, помимо самых общих положений, о которых вы теперь все уже знаете, я вот заметил, что закон, я сейчас как раз прокомментирую, закон действительно оставляет на откуп органов и ведомств заполнение некоторых вот таких вот пустых моментов, пока пустых. Ну, например, закон предусматривает, что соответствующие ведомства субъектов Российской Федерации должны создать условия для трудоустройства лиц, указанных в части 3, точка 3 статьи 69 Федерального закона, в том числе установление в пределах своих полномочий дополнительных мер социальной поддержки указанным лицам. Вот, по-моему, Саида задавал вопрос, а как же быть, как же я поеду в Петрозаводск, если мне там не дают квартиру? Вот как раз вот эта поправка, вот этот момент в законе отдает на откуп действительно субъектам Российской Федерации, что они должны создать социальные условия. Как видите, формулировки очень общие. Тут просто говорится о создании условий, без какой-либо конкретики. Это означает, что если, допустим, Саида собирается в Карелию, в Петрозаводск, карельские органы власти должны предусмотреть ей предоставление, например, подъемных, предоставление жилищных условий, предоставление каких-либо льгот, которые помогут новому специалисту обосноваться и в течение 3 лет прижиться в этом регионе, а может быть там даже остаться. То есть пока, сразу скажу, закон на этот вопрос не отвечает. Это отдано на откуп, в данном случае, субъекту Российской Федерации. Далее. Закон содержит еще пару таких моментов. Ну, например, в нем указано, что перечень специальностей, направлений подготовки после завершения обучения, по которым на лиц, указанных в части 3 статьи, распространяется действие указанной части, сроки, в течение которых должно осуществляться наставничество в сфере здравоохранения, в зависимости от специальности или места нахождения и так далее, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Сразу скажу, это имеется в виду Министерство здравоохранения. То есть, действительно, в законе пока нету положения о том, кто должен осуществлять наставничество, в какой форме, в какие сроки. Как вы знаете, закон предусматривает общий срок до 3 лет, не более 3 лет. Но вот для отдельных каких-то направлений медицинской деятельности уже Минздрав должен разработать, где должно быть 2 года, где 2,5, где 3 года. Кто конкретно из врачей осуществляет наставничество, должны разработать соответствующие инструкции по наставничеству. То есть закон на этот вопрос тоже не отвечает. Это тоже отдано на откуп Минздрава. И предполагается, что до 1 марта 2026 года Минздрав на эти вопросы ответит. Иначе закон работать не будет. И третье положение тоже я нашел, которое в перспективе должно быть заполнить эти пустоты. Правительство Российской Федерации устанавливает квоту приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, в том числе определяет количество мест для приема на целевое обучение по специальностям и так далее и тому подобное. То есть и квоты тоже будут определяться дополнительно. В данном случае правительством Российской Федерации. То есть вы увидели, что на разных уровнях будут работать разные ведомства, начиная от ведомств субъектов Российской Федерации, заканчивая постановлением правительства. И они будут каждый на своем уровне разбираться, какие квоты определяются, какие социальные условия создаются, как обеспечивается наставничество. То есть, понятное дело, что на эти вопросы закон пока не ответит. Почему я на это обращаю ваше внимание? Потому что я почитал еще, кстати, форумы, я почитал статьи, народ бурлит, особенно из медицинской сферы, говорит, как же так, ничего не понятно, закон непонятно о чем. Вот, наверное, вам стало понятно, что закон это еще не окончательно. Далее, опять же, я вот упоминал, что в форумах, в каких-то сообществах уже даже какие-то истерические нотки звучат, кричат, это что такое, возвращение в Советский Союз, это какой-то Оруэлл, ну и прочее, прочее. Люди начитанные, знают, что с чем сравнивать. Так вот, насчет того, что это Советский Союз и Оруэлловщина, ну, на самом деле, в Советском Союзе действительно был институт распределения. Сейчас, кстати, в законе этого старательно избегают.
дескать, это не распределение, это всего лишь наставничество. Но что такое было в Советском Союзе распределение? Когда действительно брали, отправляли, допустим, Иванова на Камчатку, Петрова в Карелию, Сидорова в Крым. Но опять-таки, в Советском Союзе действительно существовала система обеспечения таких решений. То есть, когда люди уезжали, им давали подъемные, там были очереди на квартиры, в которых они иногда без очереди проходили. Были определенные льготы. И действительно специалисты, молодые специалисты уезжали, иногда из Москвы, но они очень часто устраивались на местах, неплохо себя чувствовали. И таким образом в советском государстве была создана вот такая система распределения, равномерного распределения по разным отраслям медицины новых молодых сотрудников. Надеюсь, что мы идем тем же путем, что сейчас закон доработают и сложится примерно такая же система. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Далее, если вообще говорить о практике, то вот знаете, как вот, например, если совсем уже еще раньше, эта система даже в Российской империи была. Вот в 1864 году прошла земская реформа Александра II. Вы знаете, помимо судебной реформы, которая меня касается лично, была еще земская реформа. По земской реформе было предусмотрено, что создаются определенные земства по всей стране. Их были 2600 чем-то там земств было создано по всей Российской империи. Эти 2600 земств обслуживали около 3000 земских докторов. Почему это было так важно? Потому что до того, как прошла земская реформа, медицины на селе в провинции не было вообще. Были знахари. Даже об этом фильмы, кстати, есть. Вот есть фильм «Знахарь». Там, правда, про Польшу, но Польша была в то время частью Российской империи. Поэтому это, по сути, про нашу страну, хоть и поляки снимали. Вот. А что такое знахарь? Вы сами понимаете, да? Приходит человек с больной ногой, подул, а ему потом ногу отрезают. И вот эта проблема была снята тем, что создались, во-первых, земства, и профессиональные земские врачи действительно лечили людей. Они мало того, что лечили, они собирали информацию, статистику о заболеваемости, об эпидемиях, чего никогда в России не было доселе. И многие врачи действительно уезжали из столиц, причем очень многие врачи стали потом известными врачами. Но, к слову говоря, знаете, вот знаменитый доктор Мясников, да? Передача идет по каналу, по второму каналу. Да, забавный доктор очень, с юмором. Вот его предок был земским врачом, он об этом не один раз, кстати, говорит. То есть здесь как бы, это, конечно, не Российская империя, где мы выдавливаем знахаря, но если таким образом дальше не будет этот вопрос решаться, то действительно дойдет до знахарей. Нам это не нужно, конечно же. Вот, и, я, наверное, как юрист еще прокомментирую. Если вот, допустим, многие говорят, почему я вот учился, я хочу, у меня амбиции быть в Москве, в Петербурге, а меня куда-то отсылают. А почему бы и нет? С другой стороны, да, я согласен, должны быть созданы условия, но если государство за тебя платит, если это целевой набор, почему государство не имеет права действительно распорядиться, в какой-то мере распорядиться тобой, хотя бы временно, если оно за тебя заплатило, за твою учебу? Например, вот знаете, есть в гражданском праве принцип аналогии, когда вот берут и по какому-то, допустим, какие-то пустоты закона закрывают за счет другого закона. Вот есть, например, статья 249 Трудового кодекса. Она предусматривает, что если между работодателем и работником есть какой-то договор, то есть работодатель учит работника, работник потом работает, он обязан отработать, иначе он нарушает перед работодателем условия. Вот в этом смысле государство выступает таким же работодателем. И вот та система, которая будет введена, отчасти по аналогии можно сравнить, например, со статьей 249 Трудового кодекса. Кстати, вот по поводу платного обучения, может, я не знаю, может, я невнимательно прочитал этот момент, но по платникам я не нашел. Я ждал вопроса, я, кстати, смотрел. По платникам пока ответа нет. Возможно, это тоже ведомство этот вопрос закроет, но прежде всего новый закон касается бюджетников и целевиков. А платники, вы логично рассуждаете, конечно, я за себя заплатил, почему я должен куда-то ехать по прихоти государства, да? В принципе, это разумный и логичный вопрос. По-моему, справедливым действительно будет распространять это в первую очередь на целевиков и бюджетников, но не на платников. В том же гражданском праве есть понятие обязательства. Если одна сторона представляет услугу, она вправе требовать. Статья 301 Гражданского кодекса. Так вот, в данном случае, действительно, если государство создаст нормальные, необходимые условия для того, чтобы развивалась вот эта система, государство вправе требовать
будь мил, отработай, 3 года отработай, а дальше распоряжайся своими делами как хочешь. Ну и, может быть, социальный аспект еще в чем? Наставничество, на мой взгляд, поможет молодым медикам адаптироваться, набрать необходимый опыт. В Советском Союзе молодых специалистов, которые по распределению куда-то уезжали, не имели права увольнять. То есть это определенная гарантия новым молодым специалистам. Ну, благое начинание, на мой взгляд. В законе нет прописки про специалитет и про ординатуру. Там пишется именно про студентов, которые должны сдать аккредитацию. И то есть те студенты, которые обучаются на 5-м курсе, на 4-м курсе, да будь то даже сейчас на 1-м курсе, те студенты, которые не сдали аккредитацию, попадают под закон 1 марта 2026 года. Получается, грубо говоря, я обучаюсь на 4-м курсе и действительно, не зная о том, что примут данный закон, попадаю под этот закон. Это сделано очень хитро. Видимо, да. Пока платники за пределами того, что, возможно, это будет закрыт вопрос. А насчет того, что я сказал, обратной силы не имеет, но действительно, имеется в виду, вот данный, вот, кто в 25-м году оканчивает, допустим, все это, но на них это, конечно, не распространяется. Наверное, это все-таки начинает действовать, не наверное, а точно, в смысле, начинает действовать после 1 марта 2026 года. Поэтому вот эти моменты, о которых вы говорите, все-таки, наверное, распространяются на вас, поскольку вы заканчиваете в 2026 году. Здесь много врачей, и вот чтобы как-то обстановку разрядить, я вам расскажу про профессию психотерапевт. Приходит к урологу, значит, пациент, и вот он мучится под себя 20 лет. Как эта болезнь называется? Энурез. А? Энурез. Энурез. Даже с этим в армию не берут. И вот он 20 лет к нему ходит, и врачу он уже надоел. И он говорит: послушай, говорит, я лечу тебя уже 20 лет. У тебя болезнь неизлечимая, она хроническая. Давай договоримся, не будем тратить ни твое время, ни мое время. И на этом наше общение прекратится. А пациент говорит: ну я же 20 лет к вам хожу, что же мне теперь делать, куда мне идти? А врач говорит: Туалет. иди в первую попавшую дверь. И тот пошел в коридор, смотрит, дверь психотерапевта. Зашел, поговорили, значит. На следующий день уролог идет на работу, а на крыльце стоит пациент его с бутылкой коньяка. Хочу вас отблагодарить, доктор. За что? Как за что? За то, что вы меня вылечили. Как я вас вылечил? А вчера же вы меня послали. Иди в первую попавшую дверь. И это была дверь психотерапевта. И что? Вы знаете, говорит, он сразу взялся за мое лечение. Серьезно взялся. И вы знаете, говорит, вот вы меня 20 лет лечили, а он меня вылечил за 1 сеанс. Тот растерялся. Как? У вас же хроническая болезнь. Она не может за 1 сеанс вылечить вас. Вы что, под себя уже не ходите? А пациент говорит: как не хожу? Хожу, но теперь я горжусь этим. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان